Итак. Так, сегодня время 18 часов по Берлину, 19, соответственно, по городу Джохара. Друзья, я вас сердечно всех приветствую. Сегодня 1 июня 2026 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале YouTube Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Друзья, я вас всех сердечно приветствую. Так, сегодняшний свой стрим я назвал «Угрозы России больше не работают. Запад уже ни во что их не ставит». Об этом многом другом давайте поговорим. Но предварительно напоминаю всем тем, кто находится во временно оккупированной Ичкерии, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности, будьте осторожны. Будьте осторожны. Так, у меня проблемы опять с интернетом, кажется. Поэтому сейчас, подождите. Так. Вроде интернет вернулся. Так, что-то подвисает. Ну да ладно, да. Нам не впервой, как так сказать, да, не привыкать, когда у нас возникают проблемы с интернетом. Почему-то именно когда очень важные темы мы затрагиваем, у нас возникают такие проблемы. Так. Так. Сейчас, секунду. Помните одного парня, Билал Абдул-Карим его звали. Билал Абдул-Карим. В основном, когда в Сирии начались события, первое время там никто не освещал. Потом появился один парень, такой моложавого вида. Я не знаю, откуда он. С Туркменистана или с Таджикистана, либо с Узбекистана. Молодой парень. Я его имени сейчас не вспомню, если не ошибаюсь. И потом еще один был парень, Билал Абдул-Карим звали его. Он, по-моему, американец сам по гражданству. И вот эти два человека, которые, в принципе, вроде бы как давали объективную информацию. Я особо не следил за ними обоими. Но я помню, что вот этот Билал Абдул-Карим, это нью-йоркский журналист, вот я вот сейчас читаю, как раз вижу, он арестован в Сирии. Давайте я зачитаю Middle East Monitor сперва, то, что здесь написано. И потом я хотел бы прокомментировать. Я не знаю, что это за человек. Это там британский агент, это американский агент или израильский агент. Я ничего не знаю про этого человека, чтобы вы понимали. Я знаю, что под бомбежками этот человек говорил очень правильные слова. Возможно, по какой-то своей личной причине. Но то, что я видел, что этот человек находился в самом эпицентре событий, под бомбежками, в самом пекле, когда Россия бомбила просто нещадно Идлиб, другие города, Алеппо. Вот этот Билал постоянно там был. И вот сейчас смотрите, сирийская революция велась за то, чтобы смести полицейское государство, а не заменить его копией под другим знаменем. Сегодня темницы Асада в Дамаске, возможно, были заменены аппаратом безопасности Ахмеда Аль-Шара, он же Абу Мухаммад Аль-Джалани, лидер Хаят Тахрир Аль-Шам. Но арест нью-йоркского журналиста Билала Абдул-Карима доказывает, что переходная администрация повторяет ту самую тиранию, с которой сирийцы погибли тысячами, чтобы избежать. Шторм в социальных сетях, который предшествовал аресту Билала, был сосредоточен на его интервью с египетским шейхом о правах иностранных бойцов на гражданство.
То есть иностранным бойцом сирийская армия, вот эта новая, ну, я не считаю, это террорюга, самая настоящая террорюга, я считаю. Извините меня, конечно, за правду, но Джолани или Ахмед Аш-Шара это самый настоящий террорист. Это самый тот террорист, который подбивал людей и дискредитировал сопротивление, оппозицию и так далее, а потом стал во главе. То есть сирийцев обманули. Я считаю, что это террорист такой же, как Башар Асад, или как Путин, или кто там с ним за руку здоровается. Сирийский народ не получил свободу с этим человеком. Я выступал на митингах, поддерживал сирийский народ. Я категорически против того, чтобы одного диктатора заменили на другого диктатора. Одного диктатора на другого диктатора. Категорически против. Это все игра тогда получается, понимаете? Нас разводят. Сирийцев сейчас развели, нас, чеченцев, разводили. Время от времени разводят, а потом своих людей ставят. Это аморально, это нечестно, это подло. Дальше. Шторм в социальных сетях, который предшествовал аресту Билала, был сосредоточен на его интервью с египетским шейхом о правах иностранных бойцов на гражданство. Правда заключается в том, что шейх Абу Али Яксан Аль-Масри, чье настоящее имя Мухаммад Наджи, является человеком, который мало важен для мусульманского большинства. В грандиозной схеме геополитики египетский священнослужитель незначительная фигура, возможно, даже стратегически неприятность, но журналистам надо разрешать брать интервью у этого, у кого захотят. Интервью стало жизненно важным выражением свободы прессы. Свободная пресса определяется не соблюдением одобренных правительством повествований, она определяется ее правом брать интервью у спорных, маргинальных и неудобных. Запись Билала не переписать. Когда иностранные оперативники и сановники вели переговоры о выходе из катастрофической осады Алеппо в 2016 году, он остался позади. Он предпочел остаться под штормом бочковых бомб, чтобы мир стал свидетелем агонии сирийского народа. Он был готов умереть, чтобы правда стала известной. Я свидетельствую, я следил внимательно за событиями в Сирии, я свидетельствую, что так и было. Билал под настоящими бомбами находился, с обычными людьми вместе. Я не знаю, у кого он взял интервью, я не знаю, что, я вообще вот этих проповедников, вот этих вещателей от Бога, я к ним с большим-большим подозрением отношусь к таким людям. Поэтому, ну, журналист есть журналист. Я не знаю, кто он такой. И знаете, Джолани, просто сам за себя Джолани, такая личность, да, которую я его не могу просто признать как лидера. Где демократические выборы? Сирийский народ обманули просто. Просто обманули. Будучи контрабандой через границы контролируемых АТС территорий для отчета на местах, я увидел реальность, полностью противоречащую удобным повесткам как западной разведки, так и местных силовиков. Во время пребывания в Идлибе я намеренно отказался брать интервью Джолани или кому-либо из его близкого окружения. Вместо этого я сосредоточился на сообществе экспатриантов и в первую очередь британских и европейских мусульман. Ивон Ридли пишет об этом. Это вот я прочитал его текст с перевода с английского на русский. Поэтому я поддерживаю освобождение, немедленное освобождение Билала Карима, Билала Абдул-Карима, обязательно в порядке. И еще раз заявляю о том, что поменять Асада, это, Сирия не стала свободной. Сирия как была вот во власти диктатуры и фашистов, так она ею осталась. Ничего не изменилось. К большому сожалению. Очень жаль, конечно. Мне очень жаль. Так, алейкум салам, Рояль и Сергей, вас я приветствую. И всех приветствую. Очень жаль, конечно. Очень жаль. Мне неприятно, что в Сирии происходят вот такие вот вещи. Вроде людей убивать перестали, обманули просто. Взяли, обманули. Просто взяли какого-то террорюгу, фашиста, фактически посадили во власть.
без выборов, без ничего. Просто у него была сила, Турция, США, Россия, Израиль. Быстренько между собой поговорили, всех все устраивает. Никому не нужна свободная, сильная Сирия. Всем нужно, чтобы там был диктатор, с которым можно договариваться, а в случае чего сказать, так это же террорист вчерашний, это же диктатор. Но его Обама, как его, Трамп приглашает себе. Ну, позор, позор. Террориста пригласили. Тогда о чем вы говорили вообще, американцы? Вот у меня вопрос к американцам. О чем вы говорили? Какая борьба с терроризмом была? Значит, это все ваше было. Вместе с русскими, с израильтянами, с турками. Вы вместе все это мутили. Когда настало время, там какие-то силы у вас, там что-то перевесило, взяли, убрали Асада, спокойно посадили в самолет, отправили в Москву. Все. Не посадили, не привлекли, ничего не было. Сын этого, мой брат этого Ашары, проработал 30 или сколько-то лет гинекологом в Воронежской области, в России. В Воронеже или в Воронежской области. И он сидит на переговорах с Путиным. Это что это такое? Я разговаривал тут с сирийцами, они как бы надеются, что не убивают хотя бы, не бомбят, надо присмотреться туда-сюда, там и так далее. Там Трамп пригласил его. Так и что это такое? Это что это такое? Издеваются. Издеваются тиранию. То есть демократия, лидер демократии, американцы, Турция демократическая страна, Израиль первая демократия на Ближнем Востоке. Все они борются за то, чтобы поставить диктатора. Понимаете? Понимаете? Иране они все борются, вместе взятые борются за то, чтобы свергнуть религиозный режим аятолл и посадить императора, то есть царя. Понимаете? Это демократические режимы борются. Как низко пала демократия. Что это за демократия такая? Что это за демократия, если одного диктатора убираете, ставите другого диктатора, убираете там какого-то религиозного диктатора и сажаете, ну это наш сукин сын. Да, так получается. Так вы потеряете сакральность, вы уже ее теряете. Специально делается. У американцев бьют специально, чтобы американцы потеряли свою сакральность. Просто уничтожается Америка. На наших глазах это все происходит. Как будто друзья ее, и уничтожают. Как будто бизнес делаем, как будто величие делаем. Снова делаем Америку великой. А по факту Америка уничтожается. Если у Америки нет принципов, если у нее нет, то есть святости, сакральности, то Америка не великая, она сильная. Россия была долгое время сильной, никто ее никогда не уважал. Китай сильный, никто его не уважает, ну кроме России. Кому нужны сильные? Сильные не нужны никому. Без уважения, без репутации. Вот к чему подводят Америку. К большому сожалению. Ну, такова вот печальная судьба Дион. Так, Осман Машволь. Так. Сейчас происходит событие. Посмотрите, как нас натравливают друг на друга. Сегодня происходит событие во Франции, где люди выходят, и футбольные болельщики. Мы все знаем, что французы самые такие буйные товарищи в Европе. И когда особенно играет происходит какой-нибудь футбольный матч, это и Франция, и остальные очень сильно на это реагируют. Очень бурно реагируют и так далее. И, конечно же, во Франции живет много мусульман. Мы знаем, что Франция это очень мощная империя, особенно в африканском континенте, и не только, которая, творила все, что творят империи во Франции, в этой Африке, в Алжире и в других местах.
И в конце концов очень много людей из Африки живут во Франции, в том числе в Париже. Многие из них потомки коллаборантов, то есть тех, кто предавал свою родину и оказывался. Но есть и другие, которые просто приехали, где нужно выучиться, где нужно там работать и так далее. Ну и очень много мусульман. Извините, так сложилось, да, так сложилось, что вы убивать пошли этих мусульман или африканцев, не только мусульмане, в Африку. Так сложилось, что вы пошли их грабить, вы пошли их уничтожать. Веками, десятилетиями, столетиями это творили. Огромное количество людей убили. И так сложилось, что эти люди вам нужны были, когда во Франции оказывались. Ну так сложилось. И сейчас, когда вот эти люди митингуют, а они многие футбольные болельщики, футбольная команда Франции состоит из очень разных народов, из очень разных рас. Футбольная команда, только может посмотреть на футбольную команду, сборную команду Франции. И, короче, какая-то такая истерия начинается. Вот, мусульмане поднялись. Вы что, смеетесь, что ли? Это просто неповторяемый позор. Когда начинают рассказывать о том, что это мусульмане там какие-то митинги делают. Вот сейчас какой-то сын какой-то певички, алжирской французской певички во Франции, на статую Жанны Дарк залез, я не знаю, или там за хвост, это на коне сидит Жанна Дарк, и там ее за хвост дернул не Жанну Дарк, а коня там, например, или статую, и так далее. Вот, мусульмане, вот, поднялись, вот, приехали, говорит, и начинается раскачивать. Но я просто удивлен удивлен, как это так делать, понимаете? Я просто удивлен. У нас, у чеченцев, есть пословица: боясь ударить лошадь, побил седло. То есть человек побоялся ударить своего коня и ударил седло. Побил седло за что-то, разозлившись. И вот сейчас Такер Карлсон рассказывает, что во всех бедах виноваты евреи. Во всех бедах виноваты евреи. Убийство Кеннеди, 11 сентября... Ну, все, просто, вы даже не представляете, как далеко они зашли в этих обвинениях. Просто невероятно. Остров Эпштейна, Мипштейна, все валят на евреев сейчас. Ну и было бы логично, если бы люди оправдывались бы, или говорили, или игнорировали бы, или говорили бы: нет, извините, мы не причастны. Или если мы причастны, то с нами были еще кто-то. Было бы так логично, да, если вас обвиняют в каких-то страшных преступлениях. Мертвое море вы тоже убили. Да, совершенно верно. Вот если вот вас обвиняют, вы должны, наверное, сказать, либо проигнорировать, послать к черту, либо сказать: нет, это был не я. Если все-таки был ты, то сказать, что это я был не один. Со мной были, например, там еще какие-то товарищи. Потому что, зачем все это валить там? Евреев уже не было в помине, когда уже все это дело, я так. Но вместо этого некоторые евреи начинают всех мусульман хаять. Понимаете? И у меня закрадывается вопрос. Вот если бы меня обвиняли, мой народ, я же тоже постоянно защищаю свой народ, его постоянно обвиняют, какие-то сильные империи оскорбляют. И вот когда начинает мой народ обвинять, что я делаю в таких случаях? Либо я говорю: да, это мы, и пытаюсь объяснить, почему это мы сделали. Например, если это, Буденновск или там школа в Беслане произошло. Я пытаюсь объяснить, рассказать, доказать, в чем причина, в чем вина. Но мне не приходит в голову, если меня обвиняют русские в каком-то Беслане, да, в каком-то Беслане, например, сказать, что во всем виноваты евреи. Или христиане все виноваты. Вот мне в голову почему-то это никогда не приходило. Вот вы, может, я не такой какой-то правильный, может, я думаю как-то не так. Но никогда в голову, когда мне не приходило, что когда меня обвиняют, а вот здесь приходит. И когда Такер Карлсон обвиняет всех евреев, не просто там Израиль обвиняет, Нетаньяху обвиняет, прямо фамилии не произносит, но вот Моссад рядом, там эти, то, все.
Кеннеди, убийство Кеннеди, ну все грехи, которые есть у американцев, вот эти все грехи возлагаются на евреев. По крайней мере, сейчас так начали говорить. И, знаете, это получает поддержку в американском обществе, потому что для многих проблема это нерешенная в одном огромном количестве. Ну вот здесь. Они не могут понять, наша великая страна не может взрывать свои высотки, направляя самолет, и потом идти 20 лет убивать невинных людей, якобы за то, что это они сделали. Именно так русские поступили с нами. Взорвали свои дома и напали на нас. Обвинили нас в этом всем. Так вот, вместо того, чтобы оправдываться, либо приводить доказательства, либо объяснять, почему что-то они сделали. Вот человек там пишет, Такер Карлсон обвиняет, что вот мы плюем в христиан. Вот идут мимо церкви и плюют в церковь. Там какие-то, не знаю кто они, по национальности там не написано. Скорее всего евреи, в Израиле это говорят. И возникает такая вот ситуация. Почему вот Такер Карлсон говорит, что плюем в мечети, в церкви, но не говорит, что вот Хизбалла отрезает головы. Блин, я думаю, что я прочитал только что? Что я прочитал? Если ты плюешь в церкви, причем здесь все мусульмане, или Хизбалла, который отрезает головы. Что вообще происходит вообще? Смотрите, евреи, я абсолютно не антисемит. Конечно, можно меня тоже приписать к антисемитам. Я абсолютно поддерживаю право евреев иметь свое государство и полную безопасность. У меня много друзей евреев. Но давайте вы не будете всех мусульман под одну гребенку. Давайте мы будем как-то разделять это все. Понимаете? Если побить хочешь лошадь, бей лошадь, а не седло. Мы не имеем отношения. Это вообще внутрисемитские разборки у вас идут. И дело в том, что здесь большие деньги стоят. И если бы не эти деньги, поклонение золотому тельцу, то, возможно, давно бы договор состоялся бы. Внутриарабские и еврейские разборки идут, которыми пользуется Советский Союз, с которым вы дружите. Все эти русские товарищи у вас там находятся. Нетаньяху, даже после 7 октября. После 7 октября у вас русские сидят, все вот они у вас там израильские паспорта имеют, они там разжигают эту национальную религиозную рознь, и вы не получаете ничего. Я не вижу пользы для евреев, для Израиля. Поэтому вот в этом ситуации давайте вы нас оставите, пожалуйста. Давайте вы будете без нас разбираться со своими братьями, с кузенами, там у себя на Кавказе, где у вас там? На Кавказе не нужно, мы сами на Кавказе как-нибудь. У себя там где-то там на Ближнем Востоке, там, и где вы там разбираетесь. Хорошо? Договорились, я надеюсь. Просто я читаю, смотрю постоянно одно и то же. Ну тогда говорите тогда на американцев, если вы такие смелые, мужественные. Говорите на американцев, говорите на христиан. Я этому не призываю. Потому что христиане тоже абсолютно разные, и многие вас поддерживают. Но есть и нацисты. Говорите на них. Почему вы разжигаете вражду вот постоянно на мусульман? Причем мусульмане, которые вам протягивают руку, вы в нее плюете. Может, хватит уже? Плевать в эту руку. Может, хватит? Я понимаю, что это троллятина, что есть программа. Я вот вчера, буквально позавчера проводил стрим, рассказывал про зеленые синагоги. Что администрация, друг Нетаньяху, Путин, его администрация, где много евреев, кстати говоря, Кириенко, еще там разные товарищи там есть, которые имеют отношение к еврейству. Вот эти люди проводили программу по зеленые синагоги. Вот администрация президента Путина, это расследование, открытое расследование. Программа называется «Зеленые синагоги», где там свиные головы подбрасывают, пластиковые, там зелеными красками обливают, нападения там на синагоги готовят, ну и реально проводят там нападения на какие-нибудь там праздники еврейские. Может, как-то евреям придется этот вопрос как-то поднимать. Не сидеть тихо, как будто вас это не касается. И от вас вся эта пропаганда идет. С этой стороны тоже идет. И она тоже с Россией, как это удивительно. Понимаете? С той стороны антиеврейская пропаганда идет, антисемитская.
Посмотрите, все в ПАСЕ евреи вперемешку с антисемитами. В ПАСЕ вот сейчас вот эти хороших русских приняли. Ну это что это такое, друзья? Как это так? Сидит Ходорковский, якобы какой-то еврей, Фейкин какой-то тоже еврей, тоже, видимо, фейковый. И сидит Руслан Кутаев, который вообще не чеченец, этнически и политически он не чеченец, россиянин и там дагестанец по национальности, который антисемит, но это Ходорковского и Фейкина это не задевает нисколько. И у меня возникает вопрос, может они не евреи просто, поэтому их не задевает это? Они заступают. Олег Орлов, пособник из мемориала, пособник геноцида чеченского народа. Олег Орлов соучастник, легитимизатор геноцида чеченского народа. Из мемориала, который самый. Понимаете? Он тоже имеет еврейские корни, я полагаю, как и Ходорковский. Они ничего, они заступаются за Руслана Кутаева. Он нормальный парень, нужно его вернуть в ПАСЕ. Мы же не за всех чеченцев заступаем, мы только за россиян, он говорит. Олег Орлов говорит. Ну кто-то же должен россиян, чеченцев представлять. А россияне, чеченцы, это те, кто работают на Россию. Это ГРУ, ФСБ, там, МВД, вот этих, на этих, которых оставили без возможности зарабатывать деньги, и потом их устроили в ментовку там, и так далее, и так далее. Вот вы объясните, что это такое, что здесь происходит? Евреи, вы способны сами вот это все проанализировать и какое-то вынести решение по этому поводу? Израильтяне, там на российских евреев надежды очень мало осталось. Просто мне понять бы, я бы кого поддержать, на какой стороне мне быть. Потому что вами манипулируют, вами управляют. Вас убивают, как 7 октября. Сейчас вы воюете, тоже гибнете. И какое-то вам якобы величие. Но на вас все вот эти собак вешают на вас. Ну вы определитесь как-то. Хорошо, просто мне уже надоело все это читать, смотреть. Я уже не знаю. По-моему, сильно заблуждаетесь. По-моему, вы не понимаете, что я говорю. Вот в чем проблема. Вот и все. Я готов, давайте к беседе, поговорим и так далее. Просто я не вижу евреев, которые хотят разобраться в этом вопросе. Я вижу евреев, которые хотят просто молчать, ничего не делать. Есть какая-то пропаганда, мощная такая идет пропаганда антимусульманская. Ну, будьте мужчинами, бейте по лошади. Что же вы только по седлу бьете? Такер Карлсон говорит, давайте на американцев. И испанцы, давайте скажем на испанцев. Они же убивали евреев когда-то и очень даже антисемитизмом занимались. И сейчас прямо, они думаете, за мусульман выступают? Или вы вот эти ЛГБТ, они за мусульман выступают? Ни в коем случае, никогда. Они выступают потому, что финансирование идет. И подбиваются разные люди. Понимаете, мы это все уже мы видим, проходим. А в мусульманских странах вы не видите ни протестов, ни митингов. Хотя там, наоборот, пытаются поднять, но вот молчат. Очень странно, да? И самое интересное, евреи, вот что меня самое беспокоит, возмущает. Евреи молчат. Да, мусульмане, да. Это же не обойдется. Вы думаете, просто там мусульман побьют? Сейчас все объединятся, вас бить будут, понимаете? Вот к чему это все идет. А Нетаньяху там где-то скроется, если его не посадят, свои же в Израиле. Нетаньяху скроется, там на пенсию больным прикинется, еще что-то будет. Мы же это все уже видели неоднократно. Понимаете? Вот к чему это все идет. Вот такие вот дела, друзья. Давайте послушаем, почитаем ваши комментарии. Ты что, лоббируешь евреев? Говорит, я лоббирую справедливость, я лоббирую правду и дружбу между народами, понимаешь? Алейк салам, позитро, Машуэль. Демократию похоронили на Новый год в 1994 году. Да, совершенно верно, Усман. Абсолютно. Прям плюнули в нее, не просто похоронили. Не дождетесь, говорит. Ну, видишь, что за разговор. Я вот аргументированно привожу доказательства, привожу свои факты, а ты меня сразу обвиняешь. Ну, ты просто мерзавец. Ты просто подонок. Не дождетесь, говорит. Чего мне ждать? Я поддерживаю вас. Я поддерживаю справедливость.
А ты мне заходишь и пишешь, ну, подонки просто. Просто подонки. Не дождетесь. Привет всем, люблю ваш канал, я его давно смотрю, он мне очень нравится. Спасибо вам огромное за ваш канал. Спасибо, Александр. Приветствую вас. Ты что, лоббируешь евреев? Нет, я не лоббирую евреев. Да. Привет, Иночка. Спасибо, спасибо. Россия тюрьма народа, свободу народам русской тюрьмы. Амин, амин, Владимир. Амин. Привет, Кербек. Интересное, конечно, кино получается, Леон. Не дождетесь. Вот это да, Леон. Вот это да. Так. Так. Спасибо, конечно, так нас не поддерживают. Смотри, Адилек, ну, во-первых, если ты не готов выдерживать критику, да, за что-то происходит, это твои проблемы. Во-вторых, поддерживать фашизм, который я вижу, исламофобский фашизм просто, абсолютно просто, поголовный просто исламофобский фашизм, когда мы вам ничего не говорим и не делаем. Ваши кузены напали на вас. Причем ваши друзья русские помогали им на протяжении 70 лет, их снабжали, вооружали и так далее. И вот эти ваши друзья, до сих пор ваши русские друзья, до сих пор с вами. До сих пор они там, везде там есть. Понимаешь? И они на вас напали. Мы, чеченцы, на вас не нападали. Мы мусульмане. Мы не исламофашисты. Мы не иудофашисты. Мы не христианофашисты. Мы мусульмане. Мы обычные люди, которых уже оболгали то фашистами, исламистами и так далее. И вот единственное, что я прошу, требую, чтобы вы перестали всех мусульман под одну гребенку. Когда вас Такер Карлсон обвиняет в убийстве Кеннеди 11 сентября, я, чеченец, к этому не имею никакого отношения. И мне кажется, нужно быть насколько гнилым человеком, когда тебя такими тяжкими преступлениями обвиняют, а ты начинаешь говорить, что а вон мусульмане там голову кому-то отрезали. Причем это ваши братья-арабы отрезали, так, если на минутку. Вы семиты, мы не имеем к ним отношения. Мы против отрезания голов. Понимаете? Мы против убийства женщин, детей, бомбардировок. Мы против. Понимаешь? И если я это говорю, и после этого я становлюсь там дожидающимся, чтобы у вас все было плохо, то, ну, извините тогда. Я тогда не знаю, как тогда объяснить. Мне что, мне религию поменять нужно? Мне нужно стать к вам прийти и быть второсортным у вас там, да? Чтобы и не там, и не тут быть, чтобы. Что мне нужно, чтобы понравиться? А вы будете плевать, причем сами себе яму роете. Сами себе. Вас крайними делают. Вот о чем я говорю. Вас делают крайними, уже делают, уже мы это видим. Понимаешь? Да, конечно, богатые евреи не пострадают. Они откупятся, они там где-то решат, и им плевать на евреев, если они такую политику ведут. А вот простые евреи будут страдать от этого. И на улицах будут страдать, и везде будут страдать. Но только не от мусульман вы страдали, евреи. Вы меньше всего от мусульман страдали. Понимаете? Меньше всего. Это история, это факт. Вы от этого никуда не денетесь. Но когда вас обвиняет Такер Карлсон, который потом Путина еще хвалит, то у меня возникает диссонанс. Как это так? Он обвиняет во всем евреев, Израиль, а евреи обвиняют мусульман. Ну, я не знаю тогда, как это так. Ну, чуть-чуть мужественным нужно, мужчиной это можно быть. Если тебя так оскорбляют, такие, ну, ты должен ответить. Вот и все.
Раньше ингухи и хехены крестьянами были, об этом знаете, махогварами. Ну, это другая история, да? С каких пор вы Такера воспринимаете всерьез? Ну, во-первых, что значит воспринимаю всерьез? Что это значит всерьез? Во-первых, это самый громкий голос в США. И он не один такой. Это во-первых. Во-вторых, всерьез, ну это серьезный человек. А что мне нужно? Не слушать его. Его миллионы людей слушают. Миллионы человек его знают, поддерживают, общаются и так далее. Причем здесь это? Не надо переходить на это. Но я же не про это говорю, что Такер кажется серьезный, или он смешной, или он там супервоин. Речь не об этом. Речь идет о том, что идет обвинение с его стороны, а нам рассказывают, что арабы кому-то голову отрезают, семиты, то есть отрезают кому-то головы. Об этом говорят семиты. У меня просто взрыв мозга происходит. Американец обвиняет евреев за какие-то преступления, семитов каких-то. Семит обвиняет не американца, а меня, чеченца, например, которые никакого отношения не имеют ни к этой голове, ни к семитам, ни к арабам, ни к евреям. Вот у меня возникает вопрос, как так? Серьезно только расисты воспринимают. Да ладно, сказки рассказывают, серьезно, что миллион человек у него подписчики, или 4-5 миллионов его подписчики, это все расисты. Он на английском языке говорит. А то, что что-то расистам понравилось, ну, спросите вашего Натаньяху, он тоже же очень Путина уважительно к нему относится. Спросите его, может, он вам что-то подскажет. Это же вас устраивает. Российские евреи, у вас, что бы он ни сделал, если он приехал в Израиль, или у него гражданство Израиля, все, он защищен. Грабят там Украину, все, он защищен. Приехал, убивал он там чеченцев, там, пропагандистом был против чеченцев. Ничего страшного. Невзоров, я не знаю, насколько он еврей, но, по-моему, у него есть паспорт еврейский. Потому что он туда приедет, и там ему рукоплещут. Он там, украинцы ему гражданство дают, тут ему рукоплещут. Так этот человек нас убивал. Он фильмы снимал, расчеловечивал чеченцев, которых нужно уничтожать. Из-за него отрезали головы чеченцам, понимаете? Понимаете? Из-за него чеченцам русские отрезали головы. Он рассказывал, как мы им там какие-то уши отрезаем, хотя их бойцы отрезали, их вот эти людоеды отрезали мертвым женщинам, детям уши, и потом носили их на шее. Понимаете? Спасибо, вы только что открыли свое истинное лицо. То, что Биби с ним дружит. Ой, да я никогда не скрывал своего своего истинного лица, я никогда не скрывал. Понимаешь? Вы сейчас палите контору, говорите. Да не может быть! Неужели нельзя сказать правду, чтобы я оказался сразу в врагах, да? А? Не может быть. Палю контору. А с чего это я палю, наверное? Наверное, мне заплатили, переплатили, наверное, мне. Мусульманские миллиардеры мне переплатили, наверное, да, чем больше еврейские. Мне же обычно еврейские платили. Когда евреям было плохо, когда евреям было трудно, я поддерживал евреев. Понимаешь? Когда самое трудное время пытались раскачать ситуацию. Но, по всей видимости, моя поддержка была не нужна. Знаешь почему? Потому что нужно было, чтобы этот антисемитизм, он нагревался. Понимаешь? А мы, дураки, мусульмане, чеченцы, не поняли просто. Понимаешь? Не поняли, что какой это антисемитизм. Какое это нападение на людей, убийство людей. Понимаешь? Вот в чем вопрос. И когда все это затянулось и идет дальше, вот смотри, я же не зря это все рассказываю. А? Давай я тебе расскажу очень интересную, да, вещь. Раз мы уже затронули. Россия за зелеными синагогами. Понимаешь? Россия за зелеными синагогами, как Кремль и ФСБ, разжигают взаимную ненависть, создавая, используя радикалов для дестабилизации Европы. Вот я, например, не знаю, кто ты. Я знаю, что
Такера мнение только ФСБшки используют. Это риторика рашистов. Пошел ты знаешь куда? Фашисты самый настоящий, да, это риторика фашистов. Я не про то, что за Такера, за то, что ты меня пытаешься косвенно сказать. Понимаешь? Эх, вот сразу же начинается у него, да, рашисты. Смотри, Россия за зеленые синагоги, как Кремль и ФСБ разжигают взаимную ненависть, создавая, используя радикалов для дестабилизации Европы. Международное расследование на основе утечки документов Social Decision Agency показало, что Москва целенаправленно организует провокации против еврейских объектов в Европе. Операция «Зеленые синагоги» – лишь один элемент большой стратегии когнитивных ударов, где Кремль одновременно провоцирует обе стороны конфликта. Документы опубликованы эстонским Delfi и проанализированы ОСЦЦРП, потом еврейский, израильский Шомрим, Лемонт и другими. Расследование вышло в конце мая 2026 года. Операция «Зеленые синагоги» и двойные ложные флаги. В 2025 году завербованные православные сербы обливали зеленой краской синагоги, кошерные рестораны, музей Холокоста в Париже, в Берлине, в Бранденбургских ворот появились свиные головы. Цель по внутренним отчетам СДА – стравить евреев и мусульман, дискредитировать европейские власти и создать хаос. Понимаешь? Вот ты и как раз и есть этот гибнюк. Ты вот сразу меня обвиняешь в этом. Ты и есть гибнюк, понимаешь? Под видом евреев вы там Михаил Веллер. Кто такой Михаил Веллер? Где был Михаил Веллер, когда был геноцид чеченского народа? Ой, как начал Михаил Веллер переживать за беженцев, которые здесь находятся. Так начал переживать. Причем по команде так начал. Оказывается, это значит из администрации Путина это все исходило. Понимаете? И евреев ведут к катастрофе. И я предупреждаю евреев, можете меня как угодно обзывать. Там антисемитом, наверное, начнут скоро обзывать и так далее. Вот такие вот КГБшные евреи будут меня обвинять в этом. А вот здесь факт. Расследование, все доказано. Это факт. А я об этом говорил еще до этого расследования. Потому что я в этой вот среде нахожусь, каши варюсь, все это вижу. Информационно очень хорошо фиксирую все. Операция «Зеленые синагоги». Так, в 2025 году завербованы, так, это было, параллельно с исламофобской провокацией, чтобы разжечь ответную ненависть. Попытка влиять на Израиль. Планы по созданию в Хайфе подставного института и размещение пророссийских колонок в израильских СМИ под видом западных авторов. А вы мне скажите, уважаемые израильтяне, как вы сильно боретесь с российским засилием у вас там? Вообще какая-нибудь борьба есть у вас против русских, вот этого Российской империи? Так если у вас этой борьбы нет, они вас убивали, на секунду. Я думал, после 7 октября Израиль проснется, евреи проснутся. Но я ничего не увидел, я пробуждения евреев не увидел. Я увидел, что дальше идет такая же вот эта вся вот эта российско-рашистская вот эта муть в Израиле. И вот мы видим примеры. Пытаются открыть институт. И израильских СМИ под видом западных авторов пророссийские колонки закидываются. Это мы давно наблюдаем. Давно наблюдаем. Как это так? Как это так? А ладно, когда украинцев убивали, ладно, когда чеченцев убивали. Но это не жалко дать. Ну а вас убивали. Все 70 лет убивали вообще-то. На секунду. Любой думающий человек знает, что такое Россия. Но после 7 октября было открыто на день рождения Путина. А Нетаньяху говорит, он друг его. Дружок он его. Понимаете? На день рождения подарочек такой делают они. А как это объяснить? Почему расследования нет в Израиле? Независимого. Почему людей, кто выходит и требует расследования, разгоняют огнеметами? Почему нельзя провести? Это же на вас напали. Но совершено страшное преступление. Убито 1200 людей. 250 похищено. Почему нельзя ну кто, где здесь может быть прокол? Да, может быть, где-то свой что-то не досмотрел, где-то там проворонил, где-то испугался, когда уже бои пошли боевые. Можно что-то там не делать публичным. Но в материалах дела все пострадавшие должны это все увидеть. Если этого нет, то нет Израиля. То есть Израиль есть. Свободного еврейского государства, защищающих евреев, нет.
Вот о чем я говорю. Как нету американского государства. Если американцев уничтожают дома 11 сентября, там убивают еще что-то, взрывают что-то, и все засекречивается, то нету свободного американского государства. Для американцев там статуя свободы и все это фигня. Понимаете? Нельзя людей убивать, чтобы захватывать там власть или удерживать власть, или какие-то свои геополитические интересы преследовать. Нельзя. Ни своих, ни чужих. Да, война началась. Своих тем более нельзя. Своих, то это ты за них отвечаешь. Ты рассказываешь, что ты патриот, что ты любишь этот народ, а сам уничтожаешь их ради какой-то великой цели или ради какого-то поста. Или, может быть, ради денег. Понимаете? Как ФСБ и Кремль сами питают исламистскую угрозу, с которой потом борются. Кремль не просто использует существующие конфликты, он активно участвует в их создании и поддерживании. Особенно цинично это выглядит в случае с чеченской диаспорой в Германии. Конкретные случаи, где чеченцы, часто совсем молодые, фигурировали угрозой еврейских объектов. Январь 2020 года, Берлин. Полиция провела крупную операцию после того, как чеченский беженец Зелимхан Б., племянник Маулади Удугова, известного российского пропагандиста под видом чеченского журналиста, снимал видео синагоги в центре Берлина. На телефоне нашли запись. Зелимхан утверждал, что снимал просто улицу для друзей в Чечне. Понимаете? Дело в итоге затихло за недостатком доказательной базы. Сейчас, одну секунду. Ноябрь 2023 года. Бранденбург. Арестован 16-летний чеченец Расул М. вместе с 15-летним афганцем. Планировали теракт на рождественском рынке. Рассматривались и другие цели. Оба подростки уже радикализированы через телеграм-канал ФСБ ИГИЛ. ИГИЛ это антимусульманская организация. 95% убитых ИГИЛ это мусульмане, жертвы убитые этой террористической бандой. Это мусульмане. 95% вы не ослышались. Понимаете? 95% это полная дискредитация мусульман и убийство мусульман. Понимаете? А нам рассказывают, что это просто там мусульмане это зло. Мы что? Мы в каком мире живем? Февраль 2025 года. Бранденбург. Задержан 18-летний чеченец. Понимаете? Берлин. Зелимхан Б. Племянник Маулади Удугова, который является абсолютно античеченским человеком, который столько вреда нанес, что можно поспорить с Кадыровым и с Закаевым, кто из них больше нанес вреда чеченцам, Удугов, Закаев или Кадыров. Вот эти три преступника, самых главных для чеченского народа. Запомните эти фамилии, кто не помнит. И обратите внимание, в Берлине задерживают в 2020 году Зелимхана Б., связанной с синагогой. Снимал синагогу. В 23 году Бранденбург, это тоже Берлин, под Берлином это находится, рядом же. Арестовывают 16-летнего чеченца. Февраль 25 года, Бранденбург снова. Задержан 18-летний чеченец Ахмад из Потсдама. А скажите мне, пожалуйста, немецкие власти, которые постоянно нам говорят, здесь 300 радикалов, 400 радикалов, 500 миллиардов радикалов. Куда вы смотрите, немецкие власти? Скажите мне, пожалуйста. Вы защищаете Германию, немецкие спецслужбы, немецкие правоохранители? Или вы это делаете для того, чтобы вот такие вот Рустамы, Расулы, кто они здесь, вот эти появлялись здесь? А может вы непрофессионально работаете, скажите мне, пожалуйста. А может быть вы просто разрешаете это сделать? Может это нужно кому-то? А? Может как-то, почему в одном месте, где немецкие спецслужбы говорят, публично заявляют, у нас 400 радикалов из Чечни. Так вот эти радикалы, это либо это психически нездоровые люди, я клянусь Аллахом, Богом, Всевышним клянусь.
это так. Либо это психически нездоровые, больные люди, которые находятся под полным влиянием российских спецслужб. И вы не можете этого не знать. Я это пишу, многие об этом говорят и делают. Вы не можете этого не знать. Вы не можете этого не видеть. Либо вы абсолютно некомпетентны в том, что вы делаете, либо вы прекрасно понимаете, почему в одном месте, где так внимательно все спецслужбы сосредоточились, Бранденбург, 23, 25, 20 год, происходит 3 случая, связанные с синагогами или с террористическими вот этими движениями. И ни одного случая нету, который произошел. Это значит, что человека ведут и в самый последний момент его задерживают. То есть это очень похоже на провокацию преступления. После того, как в 25 году 18-летний Ахмад П.И. из Потсдама был задержан, 2 его напарника, по-моему, один русский, другой непонятно кто, уехали, сбежали, этого барана подкинули и сбежали в Африканский рог, Сомали, Мали, Чад, в эту сторону. А там как раз работает Вагнер, русская банда Вагнер, русская военная вот эта, служба Вагнер работает. Не в Сирию сбежали к игиловцам, а почему-то сбежали в Африканский рог. И там много было, я об этом писал сразу, как только это произошло. Вот у меня возникает вопрос, кому это нужно, скажите мне. Маулади Удугов, вот забейте в интернет, забейте поисковик искусственный интеллект и спросите, кто такой Маулади Удугов. Это чеченский сепаратист, пропагандист, который там исламист там, и так далее. Так он не чеченский, вы не можете этого не знать. Он давным-давно античеченский. После гибели Джохара Дудаева Маулади Удугов сделал так много вреда для чеченцев. Просто его не измерить, этот вред. Вот реально, и Закаев, и Удугов сделали такой вред для чеченского народа, который никогда чеченский народ им не простит. Никогда. Сейчас многие просто молчат, и не до этого сейчас. Но никогда ни Закаевым, ни Удуговым этого чеченский народ не простит. Никому не простит. Если вы думаете, что вы дальше будете народ обманывать, вы не будете больше его обманывать. Народ давно прекрасно все знает. Мне звонят, говорят, Аслан, все знают. Ждем время. Ждем время. Ждут время. И вот почему Удуговы, Закаевы вот здесь перемещаются, и к ним нет никаких санкций. Почему их не привлекают к ответственности? Почему? Почему немецкий политик встречается с Ахмедом Закаевым здесь, Кизиветер? Вы что, немцы, хотите нас снова убивать? Вы снова хотите помогать русским нас убивать? А? Наверное, вы это хотите, немцы. По-другому я не вижу вашего поведения. Нету никакого объяснения этого. Вольфганг Шойбле в 22 году рассказывал о том, когда уже широкомасштабное нападение на Украину произошло, рассказывал о том, что мы были ошибочно восприняли чеченскую борьбу за свободу с исламским международным терроризмом. Конечно, ошибочно, но слава Богу, наконец-то вы это услышали, наконец-то вы это поняли. Так только нас уже убивали, понимаете? Нас уже убивали, нас депортировали с Германии. Германия отдавала и казнили там людей в Чечне, Ингушетии. Понимаете, это, что с этим делать? Можете мне объяснить? Что делать с этим? Если уже это произошло, забыли, хорошие парни, все, ладно, забыли, все, нормальные чеченцы, все, они не террористы, забудем. Давайте дальше, перевернем эту страницу. Так какого тогда вы заново начинаете эту страницу? Опять в ПАСЕ, Шойбле, сейчас я найду вам этого. Кизиветер, например. Франк Швабе, знаете такого депутата? Тоже есть, Родерих Кизиветер есть, и Франк Швабе. Франк Швабе это тот, который голосует за Руслана Кутаева, за террориста и комсомольца.
совершившего геноцид чеченского народа, финансировавшего геноцид чеченского народа, Ходорковского, Фейкина, понимаете, который под руководством Радка Младича убивал боснийцев. Да ладно, мусульмане, не жалко, это разве что. Надо же убивать, правильно. Так же вы говорите. А как по-другому это объяснить? Как объяснить тогда? Просто я не понимаю. Как Франк Швабе голосует за ПАСЕ, как Украина голосует, объясните мне. Как Украина, украинский представитель голосует за то, чтобы вот эта комиссия, вот эта группа была в ПАСЕ. Так вы все заодно. Вы все заодно. И украинские представители, и немецкие представители, и еврейские представители, и американские. Вы все заодно тогда. Вам не нужна ни демократия, ни права человека, ни свобода людей. Вам нужно, чтобы вот двигаться дальше. Вот Вольфганг Шойбле сказал, что, и у меня это видео есть на канале, и в ТикТок, и в YouTube. Вот он говорит, мы ошиблись. Да, чеченцы не были террористами, международные террористы они не поддерживали. Да, ну что теперь делать? Ну что, ну случилось. Ну подумаешь, народ вырезали. Подумаешь, всего лишь народ вырезали. Ничего страшного. Их много, этих народов. Еще будет народ. Понимаете? Нам же газ нужен был, нефть нужна была. Нам не до этого было. Какой-то народ там вырезают, там и так далее. А вы думаете, они не понимали? Или сейчас они не понимают? Сейчас они не понимают, да? Понимают, очень хорошо понимают. Очень хорошо понимают. Не все, правда, но многие. Вот как-то так. Вот такая вот интересная загогулина получается. Поэтому я еще раз обращаюсь к евреям, не российским евреям, не под путинским и не под холопным евреям, а нормальным израильтянам и евреям, которые понимают, что их могут вести к катастрофе, а их ведут к катастрофе. Оставьте, пожалуйста, нас, чеченцев, мусульман, в покое. Мы вам ничего плохого не желаем. Я лично не желаю. Я вам гарантирую, что 90% чеченцев вообще живого еврея в свои глаза не видели и ничего вам плохого не желают. Вся троллятина, которая здесь есть, пишется вашими российскими друзьями. Или же российскими евреями. Ну или же российскими мусульманами, которые такие же братья, которые их оккупировали, у них страна захвачена, они Палестину освобождают. Это рабы. Рабы просто, понимаете? Вот эти рабы, которые говорят не о том, чтобы освободить Дагестан, или освободить Ингушетию, или освободить Кавказ, а говорят Free Palestine. Это рабы, понимаете? Это терпилы, потерпевшие, бедолаги это, у которого ни ума нет, ни мужества, чтобы сказать правду. Понимаете? Поэтому давайте будем, более справедливы к тому. Мы вам ничего не сделали. Не надо разжигать эту волну. Не надо набирать себе дополнительно врагов. Мы, чеченцы, ничего вам плохого не желаем, не желали и не будем желать. Ваши двоюродные братья, пожалуйста, ваши друзья русские, пожалуйста, вот с ними решайте вопрос. Нас в эту свою вот эту грязь непонятную, вот эту борьбу не впутывайте. Хорошо? С Такер Карлсоном разбирайтесь, с ним, другими разбирайтесь, да, с американцами разбирайтесь, с немцами, с испанцами разбирайтесь. Нас, чеченцев, оставьте, пожалуйста, в покое. Хорошо? Я же имею право попросить об этом. Я думаю, да. Так, давайте почитаю ваши комментарии, друзья. Так. Dere Salmash for Visions of Hovo Mash. Dere is will Visions of. Dere is will dal si doila. Dala del what's a da? When what a segwachun? Where west da? Я люблю разные народы, не Украина. Ну, мне кажется, это нормально, уважать другие народы. Мне кажется, у меня даже в голове не укладывается, как по-другому может быть.
Как ты можешь какой-то народ не любить за то, что это какой-то другой народ? Это вообще, мне кажется, глупость полная. Это может в молодости, попав под какую-то там компанию, влияние, там можно какой-то период времени быть фашистом, нацистом, там, ультранационалистом, но это должно быстро выветриться. Это больная тема. Ты не можешь считать, что твой народ лучше. Есть человек лучше, а народ не может быть лучше или хуже. Это народ. Все народы хорошие, да? Всегда разделяю твой взгляд на все. Спасибо, вечный зов. Но прошу только об одном. Чеченец просто потому, что не ругай Хамзата Чимаева. Он просто жертва. А мы об этом очень скоро узнаем. Хадал Алшвой. Вечный зов. Я и раньше говорил, и сейчас говорю, я к Хамзату Чимаеву не испытываю ничего. Понимаете? Негатива, неприязни. Нет у меня к этому человеку никакого неприязни, негатива. Я знаю, что это инструмент в руках. Это просто инструмент, которым управляют, которым пользуются. Но дело, и лично он мне ничего плохого не сделал. Валлах не сделал. Что он мне может сделать плохого, если я его даже в жизни глаза не видел? Ничего, он про меня знать не знает. Не знал, по крайней мере. Я думаю, он знает уже. Но дело в том, что я не его ругаю. Понимаете? Не его лично я ругаю. Когда идет антисемитская волна, поднять, кстати говоря, смотрите, Израиле при Нетаньяху построили мечеть имени ФСБ, имени Кадырова. Это мечеть ФСБ, это отдел ФСБ в Израиле. Построили при Нетаньяху, или при ком там они построили. И назвали ее имени Кадырова. Они дружат. Путин дружит, Нетаньяху дружит, соответственно, Кадыров его верный пехотинец и так далее. Конечно, они дружат. С Масадом дружат, со спецслужбами израильскими дружат, Нетаньяху с Путиным. Значит, соответственно, путинские головорезы и Масад, они должны как-то вместе контактировать. Это, истина, да? Думаю, не требующая доказательств. И происходит матч. Происходит сперва 7 октября, убивают евреев. Я понимаю, что ведут, я за полгода, за год уже говорю, что нас к чему-то ведут, Было понятно, что ведут. И происходит 7 октября. Для меня это шок. Я не ожидал, что такого масштаба будет провокация. Я думал, где-то теракты будут, еще что-то. Чтобы вот так 1200 убить, похитить, целую войну развязать. Фактически акт геноцида совершить. Я начинаю всех призывать, я борюсь со всеми, здесь, в Европе. Меня начинают одновременно обвинять антисемитом, исламофобом, врагом мусульман. Даже люди, которые, ты говоришь, не говори про Чимаева, а мне мой чеченец, друг, близкий, который очень меня уважает, и которого я уважаю, звонит и говорит: Аслан, ты мог бы не говорить про евреев? Просто все сейчас видят, что евреи бьют арабов, и ты, получается, как будто за этот геноцид выступаешь. Просто, я говорю, я не могу не говорить. Я должен этих людей, они не виноваты, на них напали. Я должен сказать правду, чтобы про меня не говорили. И в этот момент здесь, в Европе, выходит вся российская агентура с флагами Ичкерии и начинают за Ичкерию топить. На митингах Free Palestine, там, туда-сюда. Моя задача, которую я на себя сам взвалил, моя задача защищать правду и справедливость. Я начинаю разоблачать. Ведь нас хотят представить врагами евреев, врагами Израиля. А нам евреи ничего не сделали. Кроме там российских агентов, которые на Россию работают. И в этот момент Чимаев выходит и говорит: вот, давай я поеду воевать. То есть сам еврей, еще там один сидит, я уже выезжаю, я еду, где я встречу, там, где меня остановят, на границе, хоть Египет, хоть где там, я там же начну свой джихад. Бред просто собачий. То есть нашу молодежь нагнетают. Один достаточно, чеченец, не надо 20, один, чтобы информационно об этом начали говорить. Понимаете? И сделать нас врагами евреев. Я это уже проходил 100 раз, мне 50 лет. Я это уже столько раз навидался, я начинаю сразу атаковать.
Сразу призывать чеченцев, сразу успокаивать, сразу сбивать волну. И все в Европе начинают эту волну сбивать. Все, выйдешь на митинг, Free Palestine, депортация, еще, слава Богу. Здесь правильное решение в Европе приняли. И, все, ради успокоилась, вроде нормально, война идет, евреи страшно там уничтожают там все жилые дома, все уничтожается, потому что Трамп же прямо говорит, мы их будем депортировать. Нетаньяху говорит, мы их будем депортировать. Только Нетаньяху проживет еще 20-30 лет максимум, а евреям еще 1000 лет жить. И потом их тоже могут потом депортировать, если такие вещи делать. Такие делать нельзя вещи, если ты о завтрашнем не думаешь, а не о себе сегодня. Потом приходит Чамаев, который призывает к войне против евреев. UFC Трамп посещает, Дана Уайт там. Некоторые говорят, что это еврейские деньги финансируются UFC. Туда приезжает Чимаев и говорит, я хочу быть террористом. Он говорит, что вот я хочу это, я хочу то. И да я вынужден это сделать. Я должен сказать, что этот человек это винтик. Его используют. Он зарабатывает, большие деньги ему дают. Может он все деньги, они ему деньги счастья не принесут. Может у Кадырова пусть спросит, если не верит мне. Пусть спросит. Не принесут эти деньги счастья. Можно зарабатывать деньги, а нужна слава, нужно имя, величие, Мерседес, еще что-то. Вот поэтому я говорю про Чимаева. И ты меня, извини, Вечный Зов, ты меня всегда поддерживаешь. Я знаю, что ты меня поддерживаешь. Но для меня нету, ни Чимаева нету, ни моих родственников нету. Если они не на стороне правды, я вынужден буду про них говорить. Потому что мой чеченский народ, мы можем сейчас согласиться, нас пытаются представить маргиналами, наш президиум представит маргиналами, что их нету, что они их там все, это незаконная власть или там малая власть. А вот есть Закаев, вот сейчас какие-то исламисты повылазили, это Маулади Удугов скоро вылезет, мы все увидим. Они работают, они соучабатишь, они работают над этим. И они повылазят, что плохого, вот так если посудить, да, с одной стороны, что плохого, уберут Кадырова, поставят Закаева, дадут нам мнимую какую-то независимость, как будто какая-то независимость будет, там еще там документы не подписали, там до 2001 года нам продление делали, 5 лет там после 97 года перемирие было, там бред и царевой, сказка царевой, понимаете, это забалтывание такой темы будет. И потом нас бросят в огонь. Понимаете? Нам готовят этот огонь. Нас ведут просто. Нам делают там на Кавказе исламские вот это гетто. А вы мусульманами хотели, вы в Аллаха верите. Ой, пожалуйста, вот вам мечети, вот вам спортзалы. Зачем вам учебники? Зачем вам литература, философия, зачем? Да, вот почитайте, вот Коран почитайте, Коран не надо читать. Почитайте перевод, который мы вам, брошюрку подготовили, там у нас ФСБ отдел, духовное управление супермусульман. Оно подготовило, почитайте вот это, вот все, музыку нельзя, это нельзя, то нельзя, усы брить надо, штанги подготовить. Все, весь твой ислам на этом. И они нас к этому ведут. Поэтому я этим занимаюсь, Вечный Зов. Не потому, что мне Чимаев что-то сделал. Я этого Чимаева в глаза, не этот Хабиб Нурмагомедов мне ничего не сделал. Я этих людей в жизни не видел. Я бы с ними в жизни бы, если бы они не оказались бы на той стороне, дружил бы, уважал бы их и был бы им очень надежным, верным товарищем. Хоть я и старше их намного. Но вот эту ситуацию я не могу просто упустить. Если я ее оставлю без внимания, мне скажут, ты, значит, на Нурмагомедова Хабиба, потому что он аварец, говорил, а на Чамаева ты не говоришь, потому что он чеченец. Так мне нет разницы. Если вы продаете интересы нашего Кавказа, нашего чеченского народа, то чем вы лучше убийц, те убивают чеченский народ? Чем? Если у тебя есть молодежь, которая ненавидит сейчас евреев и пойдет убьет одного еврея. Это вот сам, он убил невинного человека. Он сам будет убит, посажен. Его жизнь тоже будет уничтожена, разрушена. Весь чеченский народ будет запачкан этим именем. Мне это не нужно. Я не хочу это на нас терпеть. Вот имаду аслилештей.
სუაცანიცა გემოილს იაცანიცა მეირალ ყოს იაცანიც დვინალ ყოს ერვალა ვაცო სუაცანიცა доудиში белбиში лился гвацо. Просто нас ведут, на убой ведут, как баранов. Понимаете? И какие-то людишки из нас зарабатывают деньги на этом. Он не понимает, куда его ведут. Он бы, может быть, если осознал бы, насколько это все печально, он бы, может, не пошел бы зарабатывать. Но теперь он в этой теме находится. Ему деваться некуда. Шаг влево, шаг вправо, голова с плеч улетит моментально. Нас исламистами и террористами представлять на самом верху не нужно. Нам не нужно, чтобы друг Нетаньяху Трамп приглашал UFC человека, который хочет идти воевать против Израиля. Это мы должны запомнить. Нохчи, это делается против нас, да, против евреев. Ну вот видите, вот этому еврею, например, плевать. Ему главное, чтобы его картина мира не нарушилась. Другие евреи должны понимать, кто понимает. И мы, чеченцы, должны понимать. Нас ведут. Ведут. Конкретно под что-то нас подводят. Создают проект Кечкин, главарь банды УФСБ, временно оккупированной Ичкерии. Главарь этот ФСБшник. И который в Бостоне теракт организовывал, курировал этого Царнаева, Тамерлана. И мы будем воевать против армян, грузин, азербайджанцев. Я этого не хочу, мне это не нужно. Вы извините, но у меня нет вражды к этим людям. Это наши соседи, это древнейшие наши соседи. Грузины вообще 5000 лет с нами там живут. Не все, ну, часть Грузии это наши двоюродные братья. Армяне живут с нами уже на Кавказе, там 2600 лет они там живут. Еще в нашу Урарту приходили армяне. А азербайджанцы позже пришли, тюркоязычные. Но там жили племена, которые потом уже обмусульманились и отюркились. Огромное количество там разных народов жило и живет до сих пор. И у меня нет никакой с ним резона, желания моим детям, чтобы внукам, чтобы я войну оставил. А нас под это подводят. Вот поэтому я говорю. Вот поэтому я говорю. Не потому, что мне делать нечего, или я сегодня должен просто сидеть 1,5 часа вам рассказывать. Не поэтому. Я хочу, чтобы мы поняли, что нас куда-то ведут. И пока мы не станем хозяевами своих судеб, будут нами управлять. Мы должны быть хозяевами наших судеб. Мы сами хозяева. Нету над нами, кроме Всевышнего, никого нету. И никогда не будет. Да, Так, в убийстве Конкалика Удуга непосредственно участие принимал, говорит, Марк Матаев. Ну, этого я не знаю, Марк Матаев. Ну, это очень серьезное заявление. И если это правда, ну, это просто все с ног на голову переворачивает, да. То есть Хамза Чимаева уничтожили, просто уничтожили. Да его не уничтожили. Он просто жертвы, мы об этом очень скоро узнаем. Его не уничтожили. Его не уничтожили. Его, знаешь, ситуация, мне кажется, бой Хамзата Чимаева был куплен, продан. И весогонка, которую начали об этом говорить, что я так выдохся, так устал туда-сюда, эта весогонка, она была... Ну, это мое мнение, я, конечно, не знаю. Только Всевышний знает и Чимаев знает непосредственно, продан этот бой или нет. Но я думаю, что вот эта весогонка, это все было так как-то театральная постановка, что я очень выдохся, я так-то очень зверь, но я просто в этот день выдохся и так далее. И хотя может быть и так, я не буду утверждать 100%. Но я знаю одно, что когда все чеченцы начинают говорить о том, что мы не поддерживаем Чимаева, потому что он это человек, который предал память свободы чеченского народа,
память убитых граждан Чеченской Республики. У меня никого не убили русские. Я, наверное, самый меньше пострадавший в этой войне. Клянусь вам. Вот я не знаю, мне наоборот русские помогали, когда я учился где-то, жил, преподаватели помогали. У меня нет проблем. Вот, у меня нет вот проблем с русскими. У меня единственный народ, который я должен был бы ненавидеть, это русские. Но у меня не могу я их, потому что я их знаю просто. Я знаю, что там есть очень нормальные, порядочные люди. Хотя огромное количество быдла массы. Вопрос зверя самого настоящего. Но я знаю, что там есть нормальные люди. Это мне не позволяет весь народ их обвинить. Поэтому, когда мы начали бы говорить, что Хамзат Чимаев представляет не чеченский народ, а представляет Россию, мы его не поддерживаем, то это было бы не очень красиво. И везде, вот вы обратили внимание, люди, которые никогда ничего не говорили, начали говорить, что он его там в голову поцеловал, там еще что-то сделал. Так это спорт. Да, если бы я его так оскорблял бы, он бы там ночами не спал бы, там в засадах сидел бы, меня караулил бы. Но по факту тот извинился. Тот наклонил голову и сказал, что извини, дружище. И это спорт. Да, он мат говорил, ну мы знаем, что это у нас, у чеченцев, это большое оскорбление. А у других это за милую душу такое сказать. И он не укладывает туда, что я тебя так оскорбляю, что на весь твой род я позор нарекаю, и что до смерти я с тобой, короче, враг. Он это не закладывает туда, он просто на что-то, там, мать, там, перемать, отец, там, туда-сюда что-то ляпает. Это все спортсмены, они очень разные, кстати говоря. Поэтому это не была причиной, что вот его гасили, что вот он его там лобик поцеловал и так далее. Хотя мог бы и не целовать лобик, ну, один мол, хотя бы кепуать, да? Но это вообще ничто по сравнению с тем, что он делает. Понимаете? Неумышленно делает или умышленно, я это не знаю. Но по сравнению с тем, как он пытаются чеченцев на самом верху, в Америке, это же надо же добиться туда. Дана Вайт, Трамп, там все крутые собрались. Вот мы сейчас там, вот и все побежали, чеченцы поддерживаем. Нет, мы это не поддерживаем. Мы, чеченцы, никакие данные Вайты, миллионы, миллиарды, ничего нас не купит. Понимаете? Но я знаю одно. Узбекскую певицу затравили просто. Вот еврейские блогеры я наблюдал. Просто объединяйтесь, не подпускайте, держите ее, там блокируйте. Там есть концерты сорвали. А человека, который призывал войной пойти воевать против евреев, его Трамп, который Дана Вайт и израильские вот это финансисты UFC пригласили, дали заработать один раз миллионы, второй раз дали миллионы заработать. А и нам, чеченцам, нужно замолчать, сказать, о, да, это великие какие-то люди. Вся проблема у этого мира, что здесь великих нет. Каждый генерал, каждый герой и генерал. Главное, чтобы он себя таким чувствовал. Поэтому над нами нет никого, кроме Всевышнего. И мы не хотим, чтобы какой-то антисемит, который дискредитирует чеченцев, называя себя террористом, хоть кем-то хочет стать террористом. Но это вообще здоровая фигня, в голову такое придет. Здесь сколько убили чеченцев, обвинив их за то, что они боролись против русских. Вон Вольфганг Шобле, немецкий бывший министр внутренних дел. Вот он тоже боролся, помогал братьям русским уничтожать чеченский народ. Понимаете? Осознал, понял, что да, вот так получилось. И он сидит, говорит, на голубом глазу, да, я, говорит, террористом хочу стать. Тот смеется, ай, да ладно, нельзя такие вещи говорить. И все, и потом приходит еще один какой-то провокатор, приходит и начинает говорить, вот вы исламисты, террористы, он ему говорит. Напоминает еще раз, на миллионные аудитории. Вот в чем дело. Дело не в Чимаеве. Дело в том, что нас ведут. И это не только русские делают. Вот в чем вся проблема. Трамп в этом замешан. Может, какие-то там свои какие-то личные выгоды там привлекаются. Но нам хотят показать, что чеченцы антисемиты, дагестанцы там в этих в турбинах
самолета, евреев ищут. Это смешно. Я никогда не видел, я много общался с дагестанцами, и знаете, как я могу критиковать любого. И дагестанцев критикую, если есть. Я никогда не видел от них антисемитизма. Просто не видел я. Я чеченофобию у них видел. Антисемитизма я у них не видел. Никогда. И какой-то концерт нам показывают, какие-то дагестанцы там, какие-то митинги, куда-то там в гостиницу, двери ломают, потом куда-то в аэропорт заходят. Вы что, смеетесь, что ли? В аэропорт, если бы туда кто-то близко подошел бы, там сразу в лоб выстрелили бы. Понимаете? В лоб просто, прямо, без разговора. Вы что, не знаете, что там людей убивают уже 25 лет подряд, без остановки, каждый день, по поводу и без, обвинив его в террористах. Понимаете? А нам рассказывают, какие там антисемиты, дагестанцы, чеченцы антисемиты. Правда, почему-то с Натаньяху они там мечеть строят там имени Кадырова. Понимаете? А потом сразу же берут и по мечети стреляют. Это там какая-то ракета Хизбаллы или какого-то там прилетела. Но тоже вообще, ну как низко взяли, бля, ублюдка просто, предателя взяли, его имени, сами отдел ФСБ открыли, а потом по ней же стреляют. Это что это такое? И что, мне это не говорить, что ли? Мне промолчать, что ли? Нет, не буду молчать. Да. Вот такие вот вещи интересные творятся, друзья. И так что Чамаева не гасят. Чамаева просто отклонили вот ту волну, которую я вбросил в том числе. Я обвинил его в том, что это антисемит, который представляет чеченцев. Он не чеченец, я говорю, он россиянин. Он добровольно перешел на сторону ФСБ и делает то, что ему говорит ФСБ. Чеченцев это не имеет никакого отношения. Это надо запомнить просто-напросто. Завтра он может говорить что угодно там, на американцев, на украинцев, на что угодно. Что ему скажут, что он будет делать. Но другого, он добровольный их слуга. Он никуда больше не денется. К большому сожалению. Его не гасят. Еще увидите его. Он... За что его гасили? Так, ты сам много чего не понимаешь. Возможно, я не понимаю, я ничего не утверждаю. Я только, знаете как, надеюсь, это не националистический какой-нибудь. Я как тот Чукча из анекдота, помните, что вижу, то и пою, короче. Вот я вижу это, я вот вам и рассказываю. Я вот вижу. Причем большим уважением к чукчам отношусь. У чукчи были величайшие воины и очень свободолюбивый народ, который очень много сделал, защищая свою свободу и независимость. Так, Чимаев с Хабибом лаяли на Израиль на турнирах в Дубаях. На территории США такого позволить себе не побоялись. А с момента покупки UFC компании Paramount они пикнуть боятся. Ну, конечно, Марк Матаев, вот это ты, по-моему, писал сейчас о том, что Удугов замешан в убийстве Канкалика. Ну, вот то, что ты сейчас говоришь, ну, это не соответствует истине. Поэтому вот то, что ты раньше сказал, что Канкаликом Удугов стоял. Удугов вообще тогда никто был. Удугов просто был журналист, который помогал Дудаеву, там начал такой весь талантливый, как русские его раскручивали, говорили, это он один победил всю нашу пропаганду. А мы дураки тогда, я дурак, тогда не понимал этого. А теперь я знаю, если они говорят, что вот он такой супер-ура, как сейчас про Буданова говорят. Обратите внимание, у Соловьева, Буданова, на весь этот, фотография торчит, стоит там, и там Соловьев там рассказывает какие-то там сказки, там, это же Буданов. А тогда я думал, что если они говорят, Аслан Масхадов, мы его узнаем по почерку артиллерии. Российские телевидения говорят, Аслан Масхадов, мы его по почерку. У нас артиллерии там 5 пушек всего было. Какой почерк там они могли определить? Ну, потом Масхадова делали президента. Россия его поддерживала, играя на его чувствах.
То же самое про Удугова. Поэтому, если это также то, что ты говорил про Удугова, то я не соответствую действительности. Во-первых, Чимаев, как я только что сказал, говорил о том, что он поедет воевать, хочет поехать, Рамзана Кадырова просил. То есть он сам не собирался ехать. Нужно было поднять, провокатор, поднять людей нужно было. Поднять людей, чтобы молодежь туда поехала. Хотя бы один чеченец, чтобы потом из этого сделать картину. Вот, чеченцы нападают на евреев. Потому что у нас на Кавказе готовят они, вот новый вот этот очаг сопротивления. Великая Армения, первое христианское государство, которая будет сражаться против вот этих полчищ исламских этих там тараканов, там разных там насекомых там и так далее. И они, великие армяне, будут побеждать всех невеликих там тюрков, кавказцев, там всех остальных мусульман. Понимаете? Это мы проходили, и нам этот сценарий готовят. И его готовят не только русские. Вот в чем проблема. Почему Трамп встречается с Хабибом, если он такой пропутинский и такой антисемит? Почему вообще визу дают американскую? Почему узбекской певичке полный запрет за то, что она что-то... Я даже не знаю, что она сказала. Я знаю, что Хамзат Чимаев сказал. Он сказал, что дайте мне оружие, и я пойду воевать. Понимаете? Дайте мне оружие, я не хочу в шортиках бегать на сцене, он сказал. Я хочу идти воевать в Израиль. Почему ему визу дали? Да? Просто объясните, почему мне немецкое гражданство не дали бы, если бы я не написал, что я поддерживаю Израиль, право Израиля на существование. Мне гражданство, преследуемому, там все такое, мне иностранное государство Германия. Почему для того, чтобы получить немецкое гражданство, мне нужно написать, что я поддерживаю Израиль? А я его поддерживаю, мне это не проблема было написать. Но почему человека, который хочет убивать евреев, призывает к этому других, его пускают туда? Так это все заодно, я считаю. Понимаете? Я не хочу быть участником этого спектакля. Я не хочу быть терпилой. Я не хочу, чтобы мой народ использовал. Если евреи хотят, чтобы их использовали, извините, я пытаюсь объяснить, но, может быть, это грубо получается, и меня уже обвинили, что я открываю свое истинное лицо. Так вот, я увидел истинное лицо, как мне открывали некоторые. Понимаешь? Почему вот это происходит? Почему пускают туда? Почему дают миллионы заработать? Вот и все. Так. Евреи всех уничтожат, говорит. Слушай, ты вчера меня достал здесь, ТЦК, давай иди отсюда. Они думают, что если я сейчас что-то говорю, критикуя, что я позволю у себя здесь антисемитизм разводить. Нет. Нет. Давай, вали отсюда, да. Обязательно нужно какой-то лагерь загнать, да. Либо ты антисемит, либо ты исламофоб. Нет, подождите. Я не из этого. Так, сколько мы уже? Мы уже 1,5 часа в эфире, друзья. Ну, короче говоря, сегодня получился очень эмоциональный, про Россию почти не говорили. Повезло русским, отделались легким испугом сегодня. Завтра у нас будет стрим с Аядом Идиговым в 7 часов вечера. Как обычно, заходите, друзья, приходите 2 июня. И на этом я тогда сегодняшний свой стрим закончу. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Слава Украине. Все будет Ичкерия. Адикёль, Маш Оль. Всего хорошего, друзья. До свидания.